После Москвы и Московской области тройку лидеров по количеству заболевших среди российских субъектов замыкает Санкт-Петербург. По данным на 4 мая в городе почти 5500 людей с коронавирусом. За сутки прибавилось чуть больше 300. Режим самоизоляции в Петербурге был введен еще 30 марта, но только для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Для остальных меры по-прежнему носят рекомендательный характер. Общественные места закрыты, включая детские площадки, кладбища и храмы. Ранее власти Санкт-Петербурга сообщали о том, что система здравоохранения перегружена. На недостаток защитных средств жаловались врачи городских больниц. Павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо» переоборудовали под временный госпиталь для пациентов с легкой формой коронавируса. Всего в «Ленэкспо» хотят оборудовать 2500 коек. 3 мая там заработал госпиталь на 1000 мест. Следом за Санкт-Петербургом идет Нижегородская область. Почти 3000 заболевших, прирост на 4 мая больше 150 случаев. С 31 марта режим самоизоляции введен для всех жителей области. Регион одним из первых запустил систему электронных пропусков. На сайте правительства можно оформить заявку на выход из дома. Храмы в Нижнем закрыли не сразу. Только после того, как сотни жителей пришли на богослужение в вербное воскресенье 12 апреля. Власти региона объясняют большое количество случаев близостью к Москве и прямым железнодорожным сообщением. С середины апреля приезжающие в область из Москвы и Петербурга обязаны отправиться в карантин на 2 недели. В субботу карантин ввели в нескольких небольших населенных пунктах, где возникли вспышки заболеваемости. Почти 2000 заболевших в Мурманской области, и за сутки прибавилось почти 300 случаев. При этом больше 1500 заразившихся находятся в селе Белокаменка. Там живут рабочие стройки «Новотека». Они возводят огромную верфь, где планируется строить плавучие заводы. Сейчас это крупнейший очаг распространения вируса в России. Скученный рабочий поселок, где живет больше 10 000 человек. Тех, у кого коронавирус не выявлен, по словам властей, расселят в отеле и на круизный паром «Принцесса Анастасия». Количество заболевших пока продолжит увеличиваться. Еще одним очагом распространения вируса рискует стать чаяндинское месторождение в Якутии. На прошлой неделе вахтовики вышли на митинг и потребовали защитить их от инфекции. Они жаловались, что на месторождении нет карантина, а в общежитиях все живут очень скучно. Больше 10 000 рабочих структур «Газпрома» на Чаянде сдали тесты на коронавирус. И тут есть расхождение в цифрах. По данным Минздрава России, около 3000 случаев коронавируса. При этом у большинства заболевания проходят бессимптомно. Оперативный штаб Якутии же сообщает всего о 29 новых случаях в республике за сутки. Результаты вахтовиков там называют предварительными. Режим так называемых нерабочих дней действует в России до 12 мая. Уже к завтрашнему дню власти должны подготовить план поэтапного снятия ограничений. Он будет представлен 6 мая на совещании с участием российского президента.